Да. Убирай звук. Где же? Так, Виктория Викторовна, присаживайтесь, мы в эфире. Так, проверка связи. Так, можно начинать, да? Проверим звук. Здравствуйте, доброго времени суток всем, кто смотрит это видео, эту запись. Сегодня с вами учитель-логопед Виктория Викторовна Ушанова и учитель-дефектолог Евдокимова Марина Владимировна из города Воркуты. Сегодня цель нашей встречи – это поговорить о теме развития ребенка с расстройством аутистического спектра, затронуть некоторые важные моменты, организация подходов к этому ребенку, вопросы, как накормить, например, привереду, как научить ребенка кушать первое, кушать новое блюдо, новый продукт пробовать, потому что бывают с этим очень большие трудности. Мы поговорим о правилах взаимодействия с ребенком с расстройством аутистического спектра. И, конечно же, поговорим еще о том, как можно организовать занятия дома и о том, из каких источников информацию можно брать родителям, педагогам, все, что касается этой теме аутизма. На наших вебинарах летних, если кто смотрел, у кого была возможность подключиться и посмотреть в видеозале Криро записи, вы также могли бы увидеть затронутые нами вопросы об организации занятий с элементами музыкальной терапии, также вопросы, связанные с развитием сенсорной интеграции, о том, как понять наличие у ребенка аутистических черт, да, как диагностировать, как определять педагогу, родителю нарушения в спектре аутизма. Тема довольно большая, широкая, требует глубокого изучения, но тот, кто только прикасается к данным вопросам, кто только начинает интересоваться, будь то родитель либо педагог, постепенно как бы собирая информацию разную, того сложится более такая картина четкая, и понимание начнет складываться. Итак, сегодня мы ориентируемся, конечно же, на родителей, которые будут у экранов, которые смогут посмотреть запись. Поэтому все наши советы и рекомендации в основном ориентированы на семью, в которой растет ребенок с данным нарушением, либо на родителей, которые хотели бы поближе узнать, что это такое, как действовать, как правильно себя вести. Вот. Ну и, конечно же, на педагогов, которые работают с такими детками. Вот небольшое такое вступление от меня. И сейчас я передаю слово Виктории Викторовне, которая расскажет о правилах взаимодействия с ребенком, который имеет расстройство в спектре аутизма. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели нашего вебинара. Как уже отметила Марина Владимировна, на прошлых вебинарах мы с вами изучали такой момент, как раннее выявление детей с расстройствами аутистического спектра. И на том вебинаре мы как раз рассказывали о поведении ребенка негативном, да, о его невозможности общения, адекватного восприятия окружающего мира. Мы рассказывали о трудностях эмоционального подъема, да, у ребенка, эмоциональных трудностях, о трудностях взаимодействия с детьми. И там же мы рассказывали, что хорошо бы провести скрининг-обследование вашего малыша. И напомню, это скрининг-обследование называется МЧАТ. Оно может быть в онлайн-режиме, его может пройти каждый родитель. И ответив на достаточно большое количество вопросов, вам выдаст тестирование, покажет, насколько ваш ребенок, на какой процент возможность, вероятно, есть расстройство аутистического спектра у вашего ребенка. Так вот, о том, как взаимодействовать правильно с ребенком с нарушениями поведения аутистического спектра, очень хорошо рассказывала Сандрикова Александра
Александра Сандрикова, да, мне понравилось очень ее пособие, и там очень много практического материала было собрано, и рекомендации как раз хороши были тем, что они доступны для понимания и для воспроизведения. Поэтому мы решили отснять некий видеоролик, который бы показал эти правила поведения, да, с малышом или с ребенком, да, и показать его сейчас вам в эфире. Мы хотим этот видеоролик, потому что снимался он специально для того, чтобы вы его посмотрели, и мы вам его показать могли, да, и вы могли увидеть более подробно это. Сейчас мы посмотрим видеоролик, я выключаю звук. И включаем. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о тех правилах, которых необходимо придерживаться при работе с детьми аутистического спектра. Эти правила хорошо были описаны в методическом пособии Валентины Сергеевны Сандриковой «Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с расстройством аутистического спектра». Данное пособие рекомендовано не только учителям, дефектологам и логопедам, но и родителям. В нем много практических советов и рекомендаций. Дети учатся во время игры. Во время игры они обучаются речи. Поэтому постарайтесь подобрать такие виды игр, от которых ваш ребенок будет получать наибольшее удовольствие. Занимайтесь с ребенком разными видами деятельности. Читайте, рисуйте, лепите. Взаимодействуйте с вашим ребенком, чтобы ему это нравилось. Главное условие, чтобы ваши игры доставляли удовольствие и чтобы вы вступали с ним в непосредственный контакт. Подражание звукам вашего ребенка и игровому поведению будет способствовать вокализации и общению, социальному взаимодействию с вашим ребенком. Например, если он говорит «иа, иа», повернитесь к нему, скажите ему также «иа, иа». Возможно, между вами завяжется диалог. Жесты и зрительный контакт могут создать основу для развития речи. Используйте разные виды жестов. Дай, дай, дай. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Пока, пока. Пока-пока. Повторяйте разные жесты, и, возможно, ваш ребенок начнет общаться с вами и говорить. Крайне важно предоставить ребенку множество возможностей для его общения. Не отвечайте сиюминутно и молниеносно на его желания и просьбы. Выдерживайте секундную паузу, чтобы у ребенка была возможность показать жестом или выразить словом свое желание. Вопросы – это стандартный прием, подтверждающий, что ребенок вас понял. Поначалу задавайте простые вопросы. Что это? Солнце. Где оно? В облаках. Не задавайте слишком сложных вопросов. Где это находится? Или что это такое? И не задавайте вопросы слишком часто. Говорите мало и медленно, утрируя артикуляцию. Старайтесь, чтобы ребенок видел ваши губы. Для этого используйте какие-то предметы. Тогда малыш будет понимать вашу обращенную речь. Если ребенок говорит плохо, тогда используйте простые слова. Мяч, кати. Если ребенок начал говорить фразами, тогда используйте простые фразы. Возьми мяч, кати мяч. Визуальная поддержка может включать предметы, рисунки и группы рисунков, которые ребенок может использовать, чтобы выразить свои просьбы и желания. Хочу гулять. Хочу есть яйцо и сосиску. Хочу кататься на качелях.
Хвалите ребенка за сотрудничество и понимание. Будьте гибкими, даже если это очень сложно. Итак, мы с вами просмотрели видеоролик о правилах взаимодействия с ребенком с расстройством аутистического спектра. И хочу сказать, что такие же правила очень хороши для детей с разными отклонениями в развитии, особенно с неговорящими детьми или малоговорящими детьми. Все это очень доступно и очень просто, надо просто немножечко потренироваться, да? Упрощать свою речь до максимума, давать пространство для речи ребенка, то есть это побольше самой молчать в какой-то момент, да? Паузы делать, больше играть с ребенком, но ведь это каждому свойственно ребенку играть, и ребенку с аутизмом надо показывать, как играть, правильно играть и как взаимодействовать с ним в ситуации игры. Да? Поэтому такая видеоконсультация располагается на сайте «Рассвет», и мы более подробно хотим остановиться на этом именно сайте, и вам о нем расскажет Марина Владимировна. Да, уважаемые коллеги, родители, если у нас есть воркутинские слушатели, зрители, то, конечно, воркутинским педагогам и многим родителям знакомо и известно это функционирование и муниципального интерактивного ресурсного консультационного центра, такого интерактивного, да, который расположен у нас на просторах интернета, это сайт «Рассвет». Центр психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Название сайта символично. В нем содержится аббревиатура РАС, расстройство аутистического спектра. Вот отсюда родилось такое название. И это название официально принято для группы психических заболеваний, характеризующимся поведенческими нарушениями, искажением процесса развития, дефицитом коммуникативных способностей, присутствием двигательных стереотипий, существующих под этим общим названием расстройства аутистического спектра. На главной странице сайта мы разместили краткий психологический портрет ребенка и также активную ссылку на передачу «Доктор Комаровский», об аутизме, которая рассказывает об этом как бы с точки зрения врача. Ну, достаточно интересная передача, она для всех доступна, очень простым доступным языком, очень хорошо объясняет многие моменты. Вот. В рубрике первой нашей, на главной странице сайта, значит, размещена краткая информация о центре, его задачах и нормативные документы по созданию сайта. Вот слева вы видите перечень рубрик, которую можно любую открыть и что-то оттуда почерпнуть. Первая рубрика – каталог статей. На этой рубрике значит, участники центра, это педагоги, педагогическое сообщество дошкольных образовательных учреждений города Воркуты размещают консультации для родителей, практические советы и рекомендации, памятки по организации питания детей, многое другое, что может быть полезно и применяться по данной теме. Следующая рубрика – это современные методики работы с аутистами. Здесь участники центра располагают материалы для знакомства, расширения представления родителей о методах воздействия, об особенностях организации коррекционной работы с такими детьми. Здесь представлены для ознакомления такие методики, это зарубежные методики, как ПЭКС, альтернативная коммуникация, метод Томатиса, методика Глена Домана, ABA метод и другие. Поэтому кто интересуется технологиями, кто подбирает как бы своему ребенку какой-либо подход и планирует обращаться в развивающий центр, в клинике, родители, например, могут здесь более четко узнать, что же это такое, понять, что же лучше, как бы имеют право выбора, да, немножечко поглубже изучить. Таким образом могут здесь подчеркнуть. Следующая рубрика – это «Вам полезно знать». Это одна из интереснейших рубрик нашего сайта. В ней размещены видеоконсультации специалистов, участников сайта нашего города. Здесь у родителей есть возможность увидеть педагогов воочию, выбрать для личной встречи себе специалиста с целью получить очную консультацию и провести диагностическое обследование своего малыша. Видеоматериалы выкладываются соответственно определенному графику составленному и имеют разный формат. Краткий обзор, вот небольшой обзор я представлю по этой рубрике.
Так, значит, здесь использована следующие консультации. Вот я, например, представляю использование элементов музыкальной терапии в домашних условиях. Я как учитель-дефектолог даю советы по установлению первого контакта с ребенком и даю некоторые музыкальные упражнения для домашних занятий. Как обустроить комнату, в которой живет ребенок-аутист? Советы по организации пространства и игрового наполнения комнаты дает педагог-психолог детского сада. Об особенностях питания ребенка с РАС расскажет учитель-дефектолог. Сегодня вы подробно услышите также эти советы, рекомендации и что нужно избегать при кормлении малыша. Дальше. О значении методики визуального расписания рассказывает учитель-логопед. Советы для родителей по оформлению карточек микро и макро расписания для ребенка дома. Вниманию родителей представлены советы, которые только что вы смогли посмотреть, то есть эта консультация расположена, видеоконсультация на нашем сайте Валентины Сандриковой. И о значении развития графомоторных навыков ребенка также рассказывает, делится с нами учитель-логопед. Педагог-психолог. В этой консультации представлен фрагмент занятия и практические рекомендации для родителей и педагогов детских садов. Также еще одна из ярких рубрик нашего сайта – это мультфильмы про особенных людей. Данная рубрика очень интересна, и она адресована как родителям, так и педагогам и детям. Здесь представлены зарубежные мультфильмы. Вы знаете, это мультфильмы действительно замечательные. Они короткие по времени, они глубокие по смыслу, они затрагивают самые разные струны души. Вот, например, немножко расскажу. «Кастрюлька Анатолия», французский мультик. Он помогает посмотреть со стороны на поведение людей и отношение к тем людям, которые отличаются от остальных, ведут себя несколько иначе. Эта история учит быть внимательнее нас и добрее. «Вне поля зрения» мультфильм рассказывает о том, как чувствуют себя слепые люди и о их помощниках, собаках-поводырях. В мультике намеренно усилен звук, потому что слепые люди слышат значительно четче. То есть режиссер данного мультфильма сделал себе вот такой вот прием, который мы замечаем. «Скарлетт» – это мультфильм о девочке с диагнозом саркома Юинга. Это рак кости. После ампутации голени девочка не может больше заниматься танцами. Сюжет о преодолении боли и терпении. Следующий мультфильм про Диму. Мультик о мальчике, который не говорит. Сюжет данного мультика поможет понять детям, которые будут смотреть, что среди нас есть такие, кто отличается. А главное, что играм и симпатиям диагнозы, в общем-то, не помеха, и можно делить радость общения с теми, кто немного не такой, как ты. Всего в рубрике размещены 10 мультфильмов о людях с ограниченными возможностями здоровья. Просмотр этих сюжетов помогает детям задуматься впервые, возможно, о том, что на свете есть другие дети, другие люди. Понятия об аутистах, о состоянии подростковой депрессии, о синдроме Ангельмана, людей с ДЦП, слепых, глухонемых людях и даже о сиамских близнецах. Все это рассказывается очень доступно для детей в формате мультика. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые родители, отнеситесь внимательно к этой страничке, к этой рубрике и покажите эти мультфильмы своим детям, своим воспитанникам и порекомендуйте друзьям, знакомым. Вот. Следующая рубрика «Полезные ссылки». Здесь расположены адреса информационных ресурсов для родителей по аутизму, адреса организаций в России, оказывающих помощь детям с РАС, и адреса организаций по защите прав детей с инвалидностью. Ну, далее здесь обязательная рубрика «Обратная связь». Здесь есть возможность задать вопрос специалисту, договориться о консультации. И, конечно, контакты, представленные фотографии специалистов данного сообщества, которые ведут прием по вопросам всяких проблем развития и других особенностей, и адреса образовательных учреждений, в которых действуют консультационные центры города Воркуты. В прошлом году в учебном было создано сообщество ВКонтакте, которое называется «Новости сайта Рассвет». В настоящий момент находится там 53 участника.
это из них коллеги также других городов Республики Коми, что способствует наибольшей трансляции материалов сайта и, соответственно, возможной поддержке родителей, воспитывающих детей с РАС. Пожалуйста, вступайте в это сообщество. Новости сайта «Рассвет» можно найти ВКонтакте и вступить туда. И, ну, как бы по ссылочкам зайти на сам сайт. Вот. Я думаю, что это очень удобно и полезно. Всем Много нам. полезной информации, ее никогда не бывает слишком много, всегда хочется узнавать больше и больше, потому что наши дети, они разные, и даже дети с расстройством аутистического спектра все равно будут очень отличаться друг от друга своими привычками, своими возможностями, да, своими социальными навыками какими-то. И поэтому очень подробно хотелось бы поговорить сегодня о питании детей с расстройством аутистического спектра. Как известно, многие дети с аутизмом страдают от гиперчувствительности или нетерпимости по отношению к некоторым продуктам питания. Многие из них также имеют ряд поведенческих проблем, которые делают время приема пищи особенно сложным. Таким образом, у родителей и других людей, осуществляющих уход за аутичным ребенком, есть все основания для беспокойства об обеспечении такого ребенка здоровым, а главное правильным рационом питания. Исследователи до сих пор пытаются разобраться в том, что вызывает у аутичных детей крайнюю нетерпимость и избирательность по отношению к продуктам питания. И каким образом можно вмешаться, чтобы расширить перечень потребляемых ребенком продуктов. Некоторые дети с расстройством аутистического спектра имеют сенсорные трудности с продуктами питания, не относящиеся к вкусовым характеристикам пищи. Так, например, ребенку может не нравиться то, как помидоры черри резко переходят из твердого состояния в более жидкое, у него прямо во рту. Хотя вкус помидора ему может нравиться. Детям бывает трудно отделить приятный вкус от неприятной консистенции самого продукта. Иногда есть проблемы с текстурой. То есть, например, ребенок любит только хрустящую еду, или только пюре, или только жидкости. Проблемы бывают и со вкусом, то есть ест только соленые блюда, но совсем там не ест какие-то другие, да, кислые, например. Проблема разнообразия. Ест только 3 вида каких-то блюд, все остальное даже не хочет попробовать. Иногда явно есть проблема с цветом. Еда только определенного цвета нравится ребенку, и он ее ест. Ну, вот, например, у нас была воспитанница, это девочка 5 лет, и она предпочитала все кушать красного цвета, свекольного. Ей очень нравились супы красного цвета, и ей очень нравилась свекла сама по себе. Компоты красного цвета, киселей она могла пить, но если это был уже другой цвет, то все, она кушать это совершенно отказывалась. Ярко-красный виноград, если дают на второй завтрак, это мы будем, если белый виноград, ни за что. Сидела она, конечно, отдельно от остальных, потому что так как она чувствует себя более комфортно, именно когда находится отдельно от других детей. Хлеб она ела, причем всегда. И если на обед свекла, она прикладывает хлеб к свекле, потому что ей очень нравится цвет. И хлеб окрашивается в цвет свеклы, и тоже очень восторг большой ребенка. И эмоциональные, приятные эмоции испытывает. У кого-то из детей существует определенный ритуал употребления пищи. Это может быть внешнее оформление блюд, очередность подачи. Ну, например, если вы подаете всегда второе, а потом салат, а потом супчик, например, да, то только так он будет есть и никак иначе. И если вы подадите сначала суп, а потом второе, будет истерика, и будет очень трагично все может закончиться. Если стол накрыт не так привычно, как ребенку кажется, он тоже откажется от еды. Например, тарелка стоит не на том месте, чашка справа, а не слева, там ложка, вилка стоит, и лежат не на том месте. Или он сам сидит не за тем местом, где сидел до этого все время. То тоже может начать кричать, проявлять негативные реакции. Есть дети, которые не садятся за стол во время приема пищи, они едят стоя, например. И если пытаться усадить такого ребенка за стол, он будет протестовать и вовсе откажется от еды. Для него это стресс. И вот многие родители решают, ах, ладно, пускай он не поест, и тогда поймет, что он голодный. И вот здесь ошибка большая, потому что дети с расстройством аутистического спектра, они не понимают, что они голодны.
они не могут почувствовать этот голод физически. Ну, то есть они его чувствуют, но они не могут осознать его. Искаженно, потому Искаженно что развитие воспринимают, и да. сигналы голода не таким образом поступает в мозг, как у обычных людей, обычных детей. И поэтому накормить ребенка все-таки вам придется самому, только в более доступной для него форме. Список предпочитаемых ребенком продуктов становится отправной точкой в расширении рациона питания ребенка. То есть будем опору делать на то, что он уже любит. Действительно, рацион ребенка с РАС, как правило, более ограничен, чем у обычно развивающихся сверстников. И дети с аутизмом признают меньше видов продуктов, реже едят овощи и фрукты. Многие из них имеют специфические пищевые пристрастия. Более того, обычные разборчивые маленькие едоки со временем перерастают свою проблему или хотя бы начинают самостоятельно расширять рацион. А вот ребенок сразу справиться с ней в одиночку не в состоянии. И даже часто он еще уже сужает рацион продуктов и не расширяет его вообще. Вместо того, чтобы категорично требовать «попробуй это» или «попробуй то», будем применять поэтапный подход. С его помощью можно повысить терпимость ребенка с аутизмом к новой еде. Итак, перед вами алгоритм привыкания к новой еде. Сразу хочу отметить, алгоритм этот поэтапный, и каждый этап может длиться не одну неделю. То есть к одному продукту ребенок может привыкать у вас и месяц, и два, и сколько ему понадобится. Но тем не менее, переходить на следующий этап мы будем только после того, как ребенок свободно выполняет и делает предыдущий этап. Да? Итак, выбираем продукт, который больше всего похож на то, что ребенок любит. Ну, допустим, он любит яблоки красного цвета, да? Мы выбираем помидор красного цвета. Ребенок дотрагивается до продукта на столе. Ну, вот мы его поставили на стол, да. Можно даже, вот, да, в помощь нам, Марина Владимировна. И вот сначала взрослый показывает, что он дотрагивается до него. Ой, не больно, смотри, как приятно, да. Потом ребенок, он пробует, но может не касаться, а потом постепенно приближаться с каждым разом и вдруг дотронуться. Может быть, неделю будет приближаться к этому продукту и дотронулся. Ура! Первый этап у нас выполнен. Ребенок дотронулся до продукта, и переходим на следующий этап. Ребенок берет продукт сам в ручку. Вот он взял его сам. Это уже достижение. Ребенок имитирует касание еды лбом. То есть он может взять и приложить к лбу. Оказывается, это не страшно. Это приятно, может, даже, да, гладкий помидорчик. Что-то новое, интересное. И оно, в общем-то, совсем даже не пугает меня, да. Далее, ребенок имитирует касание еды закрытым ртом. Почему закрытым? Ну, чтобы не испугать ребенка, да, чтобы дать ему понять, что этим помидорчиком можно касаться везде, вплоть до губок. И ничего страшного здесь не будет, если он немножечко прикоснется губами. Мы постепенно приближаемся, да, к лобику, потом уже к губам. Да. Таким образом познаем вот это новое. После того, как мы выполнили этот этап касания к губам или к подбородку к губам, лоб, щечка, подбородок, губы, обязательно перейти к губам надо. Это такой этап, в котором после губ идут уже зубы. Что у нас? Это зубки. Мы касаемся помидорчиком зубов. Зубами, да. Мы можем разрезать уже помидорчик на кусочки и попробовать также поприкладывать его к разным частям, понюхать, да, попробовать язычком даже, может быть, получится лизнуть у ребенка. Это уже следующий этап, да, после зубов идут и язычок. Касаемся еды языком. Ребенок имитирует, кладет еду эту в рот, можно даже имитацию, как будто бы мы откусили, вкусно пожевали и в какой-то момент даже проглотили. Это тоже надо имитировать сначала, то есть не делать по-настоящему, а просто имитировать. После имитации переходим уже к более плотным действиям с самим предметом, да? Начинаем его уже кушать, употреблять в пищу.
Повторюсь, что этапы могут быть довольно долгие, и начинать расширять рацион ребенка необходимо со знакомых или близких по сходству, схожих с его любимыми продуктами продуктов. Да? И в завершении нашего выступления хотелось бы дать небольшой совет. Будьте терпеливы, относитесь с пониманием к трудностям ваших детей. Им самим очень непросто на самом деле. И они прислушиваются к каждому вашему шепоту, шороху, вниманию, любви. А их родителям сложнее, я понимаю, что еще сложнее, да, какими методами донести до ребенка то или иное новшество. И большинство родителей детей с инвалидностью или хроническими заболеваниями испытывают повышенный уровень стресса. Однако существующие данные научных исследований говорят о том, что от самого сильного стресса страдают, конечно, родители детей в спектре аутизма. Весь наш стресс передается нашим детям, поэтому будем любвеобильнее к ним, постоянно напоминаем им о своей любви, ласке и заботе. Спасибо, Виктория Викторовна. Действительно, приучить ребенка попробовать что-то новое не так-то просто. И у детей с аутизмом очень много внутренних страхов, потому что развитие происходит таинственным для нас образом, зачастую непонятным, и то, что преодолевает ребенок, то, что приходится ему преодолевать, это остается тайной для нас, но для них это некоторые большие шаги, в том числе вот попробовать новый продукт, потому что все мы прекрасно понимаем, приноровившись, например, в домашних условиях как-то кормить своего ребенка, ну, почти что каждая семья, у которых установлен диагноз, как правило, выезжают на лечение, да, на какие-то там плановые обследования, это значит... самые занятия, да? Занятия. Но вот выезжать, допустим, в другие города, это значит поезд, либо там самолет, это значит какая-то еда в условиях других, и прием пищи может меняться, то есть продукты, которые мы возьмем с собой в дальнюю дорогу, будут совсем не те, поэтому даже жизненно необходимо ребенка накормить в условиях поезда, и приходится изобретать, приходится готовиться заранее. То есть эта тема важная, и воспитатели, которые работают с детьми хорошо, как бы с детьми нормой, да, грубо скажем так, с успешно развивающимися дошколятами, и также родители полноценных здоровых детей будут наверняка удивлены вот таким вот хитростям, на которые нужно пойти всем остальным, кто работает и живет с ребенком с диагнозом аутизм. Но по-другому просто не может быть. Эти дети очень особенный. Аутизм – это одна из загадочных таких картин развития, таинственных, о которой говорят очень много уже десятилетий, научное сообщество. И ищут новые подходы, новые лекарства и все остальное. Но... И количество детей уже неустанно растет, и вот просто огромные размеры. Поэтому мы все должны знать, понимать, что здесь обычные методы приема совершенно не подходят. То есть такая тема. И вот еще одним моментом, помимо питания, да, в советах мы сейчас вам давали 6 советов важных, это игры, которые мы можем предложить нашим детям с той целью, чтобы дать им больше социального опыта, больше функциональных каких-то навыков, да, больше полезной информации. И вот каким образом можно расширить ассортимент пособий, вам расскажет опять Марина Владимировна, да, покажет свое авторское пособие. Да, я хочу представить сегодня свое авторское пособие, потому что мы, конечно, сейчас возможность как бы для заказа, да, какого-то нового развивающего оборудования у всех нас велика. Пожалуйста, открываешь интернет, заказываешь все, что понравилось, все, что увидел, услышал. Но многие педагоги, мы знаем, да, эти известные фамилии, например, там в нашем городе даже замечательные педагоги есть. Ольга Сапронова, которая авторских пособий много по всему городу, все пользуются, педагоги, изобретает и делится с нами. Круглова, да, тоже дефектолог, которая тоже широко транслирует. Это уже мы в России заказываем ее для детей с нарушениями, в том числе с аутизмом. А зачастую мамы, которые воспитывают ребенка-аутиста, сами становятся изобретателями, становятся новаторами и создают как дидактические материалы, так и какие-то такие пособия разные, самодельные, и делятся с ними широко. Наталья Коняхина, наверное, многие знают эту фамилию. Мы все работаем благодаря ее наработкам, разработкам, мы все используем в работе, спасибо ей огромное. Вот сегодня хочу предоставить свое пуговичное полотно. Оно подойдет, наверное,
любому педагогу, которые работают с детьми любого возраста, ну, начиная, например, от 2 лет, когда моторные навыки уже более-менее сформированы, более-менее какие-то уже мелкая моторика немножечко сформирована у ребенка, мы уже учимся пуговки застегивать, работать с крючочками, с молниями. Вот тогда вот можно начинать. И, конечно, для детей с раз это тоже должно понравиться. Детки тактильные, сенсорные, очень аутисты. И многим детям приятно прикасаться к мягкой поверхности, к тканевой. Это пуговичное полотно, вот у меня 2 тут представлено на слайде. Для индивидуальной работы более маленький размер, и для подгрупповой работы висит у меня в кабинете на стене более большое полотно. Значит, это сшито из ткани. Вот маленькое – это натуральный лен, большое – это уже более синтетическая ткань. Пришиты на этих полотнах пуговицы стройными рядами, пуговки прозрачные, чтобы не отвлекали на себя они внимание. Вот ребятки тут работают. Чтобы эти пуговки не отвлекали на себя внимание, когда мы пристегиваем какую-либо деталь, ну, как бы не брали на себя акцент, я пришивала прозрачные пуговки на ножки. Вот посмотрите, много очень заданий можно давать ребенку. Допустим, детали все, которые мы пристегиваем, из фетра. Можно из ткани, ну, там долго обрабатывать, просто вокруг надо будет оверлогом, либо вручную. А фетр, он достаточно прост. Вырезал, яркий, красивый, мягкий, и пристегнул маленькую прорезь внутри. Пристегни, пожалуйста, рыбок так, чтобы большие рыбки плыли вправо, маленькие влево, да, даем такую вот нагрузку по величине, по цвету. Вот, пожалуйста, как у меня в кабинете, да, детки пристегивают. Значит, какие у меня тут есть игры, какие у меня есть Варианты. да, варианты, Мгм. поля. Цветущее дерево, очень нравится девчонкам. Ствол связан крючком, тоже его ребенок располагает так, как нравится ему ветки, туда, там, сюда, вверх-вниз. Пристегивает цветочки и листочки, считаем, чего больше, листочков либо цветочков. Но в спектре заданий, как бы здесь уже у педагога целое поле творчества, можно придумывать разную нагрузку по заданиям. Чудо-дерево, посмотрите, удивительное, справа выросли груши, а слева яблочки, посчитай, сколько яблочек, сколько грушек, чего больше, насколько больше, да? Сделай так, чтобы груш стало больше. Что надо сделать? То есть тут математические представления. Можно по цветам, если ребенок еще не умеет определять овощи, фрукты, можно Да, просто да. по цветам, да? Красные и желтые. Да, да. Сделай так, чтобы яблок или там красных деталей было на 1 больше, там на 2 больше. Ну, в общем, тут ваша фантазия. Дальше, сказки. Особенно с детьми, у которых проблемы с речью, которые не могут говорить. Им сказку рассказывает педагог, а ребенок ее пристегивает. Мы звукоподражаем. Потом идет работа здесь, идет действие с силуэтным изображением, с цветным. Когда ребенок освоит цветные силуэты, можно переходить к более сложной уже категории с черными изображениями. Это теневой театр. Это уже следующая форма работы. Мы также можем пристегивать черные фигурки и работать, да, как бы с тенью и с силуэтом. Вот. Дальше. Снеговички. Больше и меньше пристегнуть. Вот. Елочки. От большого к маленькому увеличили или уменьшили этот ряд елочный. Геометрические фигуры разные нарезали, и можем выполнять такое задание, как графический диктант. Нам позволяет вот это вот расположение пуговиц ориентироваться как в тетради в клетку. Возьми, делай овал, пристегни его на 2 пуговки вверх, либо там 3 пуговки вправо. И фигуры, и цвета, и ориентировку на плоскости в пространстве мы изучаем и готовимся к школе. Вот у меня, вы видите, да, на занятии как бы ребятушки подходят, там выполняют задания. Очень интересно. Можно заниматься творчеством, пристегивать все, что угодно, и потом придумать, что же это такое, грибной лес, какой-то тут поляна. Нравится все. Бывает, что ребенок захочет пристегнуть вообще все, что есть. Наборов у меня много, подписанных по пакетикам. Ребенок хочет пристегнуть так, чтобы ни одной пуговицы живой не осталось. Пожалуйста, пусть наслаждается этим процессом, аляпистым вот этим внешним видом. Вот. Чем хорошо это пособие? Вот у меня представлены многие, но это еще я новые 100 штук придумала, надо нарезать и налепить и подписать. Чем хорошо это пособие?
удобно в использовании, оно стирается, то есть оно можно его стирать. Запачкали, облили чем-то, замуслякали, постирали прекрасно, высохло, прогладили, все, работаем дальше. Порвалась деталь из фетра, вырезали другую. Это не так дорого, это не так страшно. Детки, которые не умеют застегивать, еще пальчики не работают, они просто берут эту дырочку внутри, растягивают во всю ивановскую и накладывают на пуговицу. Ну, мы учимся так. Потом пуговка выглядывает. Вот она, лови ее. Пристегиваем на петельку. То есть данное пособие, оно как бы санитарной обработке подлежит. Его можно и кварцевать, если что, да, на стене там огромное, не так часто. Вот. И потом с ним можно спать. Пристегнули сказку перед сном. Не хотим без сказки спать. Пожалуйста, ложитесь. Оно не поцарапает, не уколет ребенка. Не страшно с ним, не разобьется. Ходите, ешьте, пейте, ложитесь, обнимайте, заворачивайте в него игрушки. То есть это пособие такое универсальное, мягкое, хорошее. Я хочу еще отметить, что на таком пособии удобно будет располагать какие-то вещи из бытового плана, да, то есть, например, вы вырежете чашку, будет ребенок знать, что он хочет пить, и он вам будет нести на пуговичное полотно: «Я хочу пить». Это Да. Визуальная поддержка, можно такие делать визуальные планшеты, да, для ребенка, чтобы он мог пользоваться этими картинками как вот пэксами или как, Да, как визуальными да, стимулами и помощниками. Или он, например, принес вам вырезанную одежду, шапку. Это означает, что он идет, хочет на улицу, да, пойти. И он туда приклеивает, можно использовать в таком формате. Да, да, то есть тут фантазия и творчество педагога либо родителя, но вот такие вот вещи как бы действительно нетрудно. Я вот не швея, но я смогла вот ровно нашить пуговки, обработать край, и работаю уже не первый год. Правда, все цело, и не оторвали, не отгрызли еще пуговицы, потому что, ну, переключаешь, отвлекаешь ребенка. Да, если отгрызли пуговицу, пришиваем новую, ничего страшного, ставим заплатку. Хотелось бы сказать большое спасибо всем участникам нашего вебинара. Спасибо, что подключились, послушали нас. Ждем вас в следующем месяце. С другими уже, наверное, будем вебинарами выступать. Поэтому спасибо всем большое. До новых встреч с вами. Спасибо, коллеги. Если у кого возникли вопросы, пожалуйста, напишите нам. Мы можем еще ответить в течение минуточки-другой. Очень интересно. Ну, благодарим. Если наша информация пригодится вам, мы будем рады. Вот. И до встречи в следующем, да, месяце, в следующем ноябре, да, уже получается в ноябре. Все, всем спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.